Здравствуйте, в эфире «Актуальное интервью», в студии Евгений Маженко. У нас сегодня в гостях председатель правительства Якутии Евгений Чайкин. Обсуждать мы будем тему послания президента России Владимира Путина. Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Доброе утро. Первый вопрос. Послание Владимира Путина, оно больше, по вашему мнению, рассчитано на внешнюю аудиторию или на внутреннюю? Прежде всего, оно рассчитано на нашу внутреннюю аудиторию, на население, на руководителей предприятий, на государственный сектор. Фактически оно охватывает все сферы жизни. Можно сказать, что вторая часть послания как-то затмила, была более такой важной, чем первая? Нет, я так не считаю. Вторая часть, касающаяся текущей обороноспособности страны, фактически это тезис закрытия таких ключевых вопросов сегодняшней геополитики. И смысл, в моем понимании, заключается лишь в обеспечении безопасности наших граждан и безопасности для нашей страны. Собственно, этим исчерпывается. И второй тезис, который бы в отношении второй части я бы сказал, это, соответственно, действительно та способность, уникальная способность нашей страны в самые сложные годы, в самых сложных условиях реализовывать то, на что не способен никто и другой. Мы все понимаем, что мы прошли через 90-е, 2000-е, и то, что Владимир Владимирович указал, это то, что те разработки, которые были продемонстрированы, это не разработки наших советских предшественников, это та современная Россия с тем технологическим, интеллектуальным потенциалом, собственно, это реализовала. И это должно, собственно, вселять и уверенность именно в наших сограждан, в наших, значит, и в нашу науку, и в наших инженеров, то, что на самом деле еще далеко не все потеряно, и то, что при правильных приоритетах и консолидированной позиции мы можем достигнуть высоких результатов практически в любой сфере жизни. То есть образ сильной, самостоятельной, современной страны? Да, безусловно. А, кстати, как вам формат новой инфографика? Впечатлило? Безусловно, современность, она диктует новые правила, и действительно люди начинают, безусловно, привыкать и к гаджетам, к новой демонстрации информации. Поэтому сочетание, собственно, непосредственно послания с его внутренним содержанием, сопровождающееся такими наглядными демонстрационными материалами, безусловно, воспринимается гораздо комфортнее. Одним из источников экономического роста Путин назвал инвестиции. Вот в одну только электроэнергетику речь шла о 1,5 триллионах в ближайшие 6 лет вложений частных инвестиций. Как в регионах у нас, в нашем конкретном регионе с этим дела обстоят? Энергетика и, собственно, иные направления, которые были озвучены в послании, для нас не просто необходимость, да, фактически обеспечение жизни, безопасность проживания в таких сложных условиях. Поэтому то, что Владимир Владимирович обозначал, те приоритетные направления и, соответственно, где-то существенные объемы, увеличение объемов финансирования, либо количественные показатели по разным направлениям. Это действительно впечатляет, и это абсолютно необходимо нам здесь, в республике, и поэтому многие тезисы, они очень комфортно, я думаю, восприняты практически всем населением республики. Как раз вот на фоне ТИКСИ. Да. Здесь вопрос, конечно, безусловно, инвестиции, именно если касается энергетики, то здесь же надо иметь в виду, что не только обновление, не только дальнейшее развитие, но и, собственно, экология с инвестициями тоже очень
четко была отфиксирована в этом послании, да, с точки зрения тех вопросов, которые возникают у населения с точки зрения экологичности угольных ТЭЦ и ряда других вопросов. Поэтому послание, я думаю, что для каждого жителя республики воспринято очень комфортно. Он услышал себя, свой интерес в большинстве тех тезисов, которые прозвучали. А вот именно для Якутии какие тезисы прозвучали в послании, вы можете как-то обозначить? Ну, здесь значимые для Якутии именно. Ну, в целом, на самом деле, послание практически оно впечатляет тем, что именно комфортно воспринимается с точки зрения того, что ты понимаешь, что президент фактически концептуально и всеобъемлюще видит ту проблематику и тот вектор перспективного развития, который необходим. Здесь я бы хотел сказать о том, что для меня комфортность еще связана с тем, что фактически та политика, которая взята в республике под руководством Егора Афанасьевича Борисова, фактически по каждому из тезисов комфортно сопряжена с теми тезисами, которые были озвучены вчера. Многие вещи, например, мы в республике уже реализуем, и поэтому, видя и понимая, что это является одним из приоритетов теперь федеральной политики, мы понимаем просто, что вектор, который был задан ранее, он абсолютно правильный, и сейчас нам будет больше возможности продвинуться по каждому из направлений. А направления, безусловно, здесь все играют роль, потому что ключевой тезис, на самом деле, это человек, общество и государство. И если от человека идти, те вопросы, которые связаны со здравоохранением, они вот действительно реализуются. Да? И Владимир Владимирович подчеркнул, что нужно учитывать необходимость шаговой доступности для каждого человека в получении медицинской помощи. Это то, что мы на федеральном уровне постоянно подчеркиваем, постоянно обозначаем, что республика уникальна как раз своими площадями и распространенностью, да, населенных пунктов по ее территории. И здесь особый подход. Это касается и образования. С точки зрения поддержания и поддержки талантливых детей, это и развитие науки молодых, это и цифровая консолидация. Практически вот все эти направления, они уже инициированы, реализуются, и поэтому федеральная поддержка в этой части нам только, собственно, поможет. Это касается и транспортной сферы, и автодорог. Владимир Владимирович четко обозначил, да, что региональные дороги нужно финансирование увеличить в 2 раза. То есть это понятно, для наших территорий это очень важно. Это и стратегические маршруты международные, все мы услышали, Северный морской путь и развитие Арктики. Это и развитие региональной авиации, развитие аэропортов региональных и необходимость и целевая установка на реализацию такой меры, что межрегиональные перевозки должны быть напрямую, а не через Москву. То есть мы все здесь понимаем, что в соседние регионы иногда приходится летать через Москву. Вот. Поэтому все, я так полагаю, очень комфортно воспринято. Евгений Алексеевич, а вот в том числе Владимир Путин говорил об ипотечных ставках и об обеспечении жильем 5 миллионов семей. Вот пропорционально на республику как-то можно переложить эти цифры? У нас о каких количестве семей может идти речь? Да, ну, если Владимир Владимирович говорит о том, что мы должны в масштабах страны достичь строительства 120 миллионов квадратных метров в год, то это где-то получается чуть больше 0,8 метра на жителя. Я, соответственно, посмотрел, что сейчас, собственно, происходит, да, то есть в целом по стране это чуть больше полуметра. Мы в республике, вот с учетом, опять же, целенаправленной политики, которую Егор Афанасьевич обозначил как абсолютная необходимость, мы сейчас по прошлому году закончили год где-то 630 тысяч квадратных метров, это порядка 0,65 квадратного метра на жителя. То есть нам на самом деле немного осталось, мы
в очередном показателе чуть лучше, чем в среднем по России. Поэтому это еще раз подтверждает правильность тех приоритетов, которые были поставлены и главой республики в том числе. А вот с дорогами можно также такую же пропорцию на республику поставить, потому что Путин сказал об 11 триллионах рублей? Я думаю, что прямой пропорции здесь не будет. Здесь необходимо все-таки понимать, что наши особенности, они не всегда, и в том числе в нашу пользу с точки зрения пропорционального финансирования, потому что мы же понимаем, что не всю тайгу нужно, значит, иссечь дорогами, да, поэтому здесь разумная достаточность, с одной стороны, с другой стороны, мы понимаем, что везде у нас дорог не будет, и экономически это не обосновано, но ключевой, опять же, такой вот подход и тезис в том, что вчера можно было услышать в послании, это везде целесообразность, эффективность и результативность, да, то есть и поэтому в том числе и для дорожного строительства мы видим свои приоритеты. Ну, в ближайшее время мы должны завершить строительство региональных дорог Амга и Кабей, и дальше фактически дальнейшее развитие будет связано опять же с теми точками роста, которые мы для себя определили. Вот, пожалуй, ключевой фразой послания можно, наверное, назвать прорывное развитие России. Вот как раз с нашими, с учетом наших территорий, о которых мы только что вот говорили, что для Якутии будет прорывным развитием? Безусловно, я бы на первое место поставил цифровизация. Это действительно может дать огромный эффект. И если, опять же, послание в целом смотреть, то цифровизация фактически каждое из направлений четко пронизывает. Да? Начнем с того, что ближе, понятнее и доступнее в плане председателя правительства, это цифровизация работы государственных органов. Именно с точки зрения предоставления в полном объеме в электронном виде всех услуг. Это, соответственно, повышение и снижение и всех издержек. Это цифровизация всей республики с точки зрения вовлечения всего населения в цифровую экономику, в цифровое пространство. Понятно. Большое спасибо, Евгений Алексеевич. А это было актуальное интервью. У нас в гостях был председатель правительства Якутии Евгений Чекин.